Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде стартовало досрочное голосование на выборах в Меджлис. Президент Туркменистана принял министра национальной обороны Турции. Туркмен Ховайоллары увеличит количество рейсов по маршруту Ашхабад-Джида и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера. Гость передал главе Туркменистана сердечные приветствия от президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивалось, что в Турции придают особое значение расширению многопланового партнерства с Туркменистаном. Сделав акцент на значении рабочего визита руководителя оборонного ведомства дружественной страны в Ашхабад, глава государства выразил уверенность в том, что предстоящие встречи и переговоры придадут новый импульс туркмено-турецким отношениям в этой сфере. Председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером. В ходе переговоров стороны подтвердили высокий уровень двусторонних отношений, основанных на многовековых традициях дружбы и братства. Особо отмечен вклад национального лидера туркменского народа в развитие межгосударственного диалога как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Обсуждались перспективы расширения сотрудничества в ключевых сферах, включая топливно-энергетический комплекс, транспорт и коммуникации. В Ашхабаде началось досрочное голосование на выборах депутатов Меджлиса в округах Карашызлык, Бетараплык и Капетдаг. Согласно избирательному кодексу, граждане могут проголосовать за 10 дней до основного дня выборов, если не смогут присутствовать 7 июля. Это касается тех, кто уезжает в командировки, отпуска или по другим причинам не сможет посетить свой участок в день голосования. Центр избирком Туркменистана сообщает, что все 60 избирательных участков в 3 округах полностью подготовлены. Они оснащены необходимым оборудованием, информационными материалами и документацией. Агентство Туркмен Ховайоллары сообщает о планируемом увеличении количества регулярных рейсов по маршруту Ашхабад-Джида с августа 2024 года. Данное решение принято в связи с возрастающим спросом на международные пассажирские перевозки и направлено на расширение географии полетов, а также увеличение транзитного пассажиропотока. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте агентства, рейсы будут осуществляться дважды в неделю по средам и пятницам. 28 июня Ашхабад примет у себя известный музыкальный коллектив из России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан даст концерт во дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. За дирижерским пультом встанет художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Александр Сладковский. Начало мероприятия запланировано на 19:00. Председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джеббаров принял участие в 3-м ежегодном форуме развития в Вене, организованном фондом ОПЕК для международного развития. В рамках форума состоялись переговоры с президентом фонда ОПЕК. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления многолетнего сотрудничества. По итогам переговоров была подписана рамочная программа партнерства со страной между правительством Туркменистана и фондом ОПЕК для международного развития на период до 2029 года. Впервые в Японии за езду без водительских прав оштрафовали человека, управляющего электрочемоданом. Нарушительницей стала 30-летняя студентка из Китая, приехавшая на учебу в Осаку. В марте этого года она передвигалась по тротуару на электрочемодане со скоростью 13 км в час, что является максимальной для данного устройства. Полицейские остановили китаянку лишь спустя несколько месяцев. Она заявила, что не знала о необходимости иметь права для управления электрочемоданом. 33-летний бездомный мужчина по имени Хаджар Аль-Али из Амстердама нашел на вокзале кошелек с 2000 евро внутри. Вместо того, чтобы оставить деньги себе, он честно отнес находку в полицию. Этот поступок не остался незамеченным. Пользователи сети, тронутые честностью Аль-Али, запустили краундфандинговую кампанию, чтобы собрать деньги для него. В итоге за считанные дни удалось собрать 34 000 евро. Собранные средства Аль-Али планирует потратить на аренду жилья и восстановление своей жизни. На 14-м международном детском турнире по художественной гимнастике «Мэри Караван-2024» в Ташкенте туркменские спортсменки завоевали 29 медалей. В соревнованиях приняли участие представители 10 стран. На Евро-2024 по футболу в Германии сборная Грузии преподнесла сенсацию, обыграв команду Португалии со счетом 2-0 в заключительном матче группового этапа. Грузинская команда открыла счет уже на 2-й минуте благодаря голу Хвичи Кварацхели, а во втором тайме Жорж Миколенко
Каутадзе реализовал пенальти, укрепив преимущество своей сборной. Несмотря на участие Криштиану Роналду, португальцы не смогли отличиться. В параллельном матче группы F Турция одержала победу над Чехией со счетом 2-1. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.